Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И вот такая срочная информация. Неделю назад мне прислали вот эту собачку-подростка, бродящую по городу в пригороде, точнее за рекой от Якутска. Видео снято в ночи, но видно, что собачонка тянется к людям, но и шарахается от людей. И что вся морда, шея воспалены, в корках, что ей больно, чешется, стягивает, как будто просит помощи, но не знает, как это сделать. Я отмахнулась, ведь я обещала себе больше никого не брать. Предложи ее Володиной забрать, потому что, ну, у нее там шансы вообще выжить. Ну, ты ж понимаешь, у нее прям шансы минимальные там в барагонцах. Предложи Ларисе. Чтобы не слышать от людей, зачем столько набрала, если не тянешь. И очень надеялась, что кто-то из кураторов откликнется. Прошла неделя, и снова информация, что собачка бродит по-прежнему, мучается, больно ей и уже похолодало. Ну что делать? Ждать, как в муках будет умирать? И я произнесла страшные для себя слова. Ладно, везите. Заберу и эту. А внутри бушует ураган. На что я ее буду месяцами лечить и содержать на недешевой передержке с медуходом? Видимо, наши ролики вызывают у многих ощущение легкости и простоты спасения. Иначе меня бы не заваливали с утра кадрами нуждающихся в спасении. Но я не всесильна. Почему так мало волонтеров, спасающих из Якутска? Да потому что это очень дорого и очень нервно. Очень. Многие за эти годы начинали и быстро бросали. И я в последнее время, точнее в этом году, в постоянном отчаянии от финансовых проблем, которые перечислять нет желания. И я вижу, как мало поступает помощи. Нет, это не упрек. Я понимаю, почему, и очень благодарна всем, кто выкраивает 200 рублей, порой отказывая себе в чем-то. Конечно же, хочется помочь и спасти всех там, но, увы. Собаку везли на крыше автомобиля зоотакси на пароме через реку Лену. Брезгливо сажать в салон машины. Такого в моей еще жизни не было. В первой клинике принимать отказались. Посмотрев издалека, сказали, помочь нам нечем. Везите в Москву. В общем, сказали, отправляйте в Москву. Лечения здесь нет для него, ни симптоматического никакого. Пес очень тяжелый, очень тяжелый. Да, поэтому чем быстрее в Москву отправить, тут надо стационарное лечение. Пораженные ноги, лапы и живот. В общем, настоящий тимодекоз, но в запущенной очень форме. Сильно запущенной. Глаза, все. То есть даже не прикоснулись, сказали, отправляйте. Мы ничем помочь не сможем. Бровек-то нет, симпатики нет. И да, спасибо местной женщине Ольге, которая оплатила первые расходы по спасению этого подростка, включая зоотакси на пароме через реку. Ольга, спасибо вам большое. Кстати, девочку назвали Айса. Мы не знаем, сколько месяцев мучился этот ребенок, но видим, что болеет давно, и насколько домодекозный процесс проник в организм, насколько поражены органы. Ясно одно – лечение будет долгим, и девочке Айсе обязательно нужны финкураторы.
другой клинике, спасибо им, хоть обработали, дали первую таблетку Бравекта. Сейчас будут ей все раны чистить, гной выдавливать, обрабатывать. Готовимся к тяжелой, процедурам. Сейчас берут кровь на анализы. Вот так. Врачи сказали, что одной таблетки Бравекта хватит. Так что сейчас после анализов, возможно, сразу дадим. Раны кровоточат, кровь аж капает. Ой, какой запах-то не снился. Кошмар какой. Офигеть. Это девочка, да? Девочка. Полежи, маленький. Потерпи, мой хороший. Все сейчас закончит уже. Вот так нам почистили. Ну а впереди нам предстоит большая работа по вылету, по лечению, по врачам. И где-то нам надо будет припарковаться. Проблем добавилось. Ну а в данный момент мы ищем пассажира, мы ищем возможность вылета. Мы обращаемся к якутскому местному населению. Если кто летит из Якутска в Москву, пожалуйста, откликнитесь. Мы все сделаем сами. Мы отправим, запакуем, оплатим. От вас требуется только сообщить нам, когда вы вылетаете. Я вас очень прошу, пожалуйста, откликнитесь, кто летит из Якутска в Москву. Мы срочно ищем возможность вывоза. И, как всегда, проблемы. Те, у кого есть пассажиры на ближайшие дни, не уступают нам место, везут своих спасенышей. Ну, как-то так.